Добрый день, уважаемые участники и эксперты научно-практической конференции «Науки юноши Китая». Меня зовут Другий Максим. Я учусь в 7 классе Ломоносовской средней общеобразовательной школы. Тема моего доклада – употребление этнонимов Саха, Верханьск, Ломка, Ханджи-Густай. На территории расселения якутов существовали центральная, вилюйская и северо-восточная эпическая традиция. Актуальность нашего исследования объясняется недостаточной изученностью ломков в контексте локальной эпической традиции. Русский революционер, фольклорист и этнограф Иван Александрович Ходяков подготовил к печати полный текст о ломках верханской локальной традиции Ханджи-Густай, включенный в издание «Верханский сборник». Проблема исследования. По словам ученых, верханский оломко является ранней формой эпической традиции оломко и отличается от центральных улусов. К какому этосу относят себя герои Оломка? Как открывается отношения с другими людьми и племенами? Цель исследования – выявление этнонима Саха, Верханьск, Оломка, Ханджи-Густай. Задача исследования – изучить, как представлена этническая идентификация в данном Оломко. Определить роль этнонима в Оломко. Теоретическая значимость. Работа состоит в том, что она представляет собой опыт исследования особенностей Верханьска Оломко. Данный эпос является плодотворным материалом для сопоставительного исследования, так как имеет множество отличий, так и в плане содержания, так и в плане лексики. Мы изучили текст Оломко Ханджи-Густай. Нашли следующие примеры этнонимов Саха. 17 раз. Уранкай 5 раз. Двойные этнонимы Саха Уранкай 7 раз. Саха Уранкай 3 раза. Данное Оломко также обнаружили этноним Ча и Китай. Далее мы рассмотрим, с каким контекстом были использованы вышеуказанные этнонимы. Например, описание красоты женщины, когда она выглянула из чулана. Не блестящий ли лик ласкового солнца вышел из якутской юрты, подумал он, то показался блестящий облик женщины. В этом примере подчеркивается, что жилище людей, к которым приехал богатырь Римолан, является якутской, то есть здесь живут якуты. Жена Римгулан, белая Юкайда, была удаганкой и стала шаманить. Спела заговор песни, чтобы превратить весь скот и людей в одно кольцо. Кричит якутским шаманским криком «Джалсе». Причитывает, заговаривая как-то по-дьявольски. В этом отрывке употребление этнонима якут показывает, что шаманизм – это исконно древнее якутское верование. Сын Римгулан, богатырь, сильный человек Кончебюга, по указанию матери едет на поиски будущей жены и по якутскому обычаю угощает духов земли. И духи, задобренные вкусной якутской пищей, указывают богатырю, где находится его избранница. Вкусно же бывает якутское кушанье, редкостно же, дорога же бывает человеческая пища. Далее приводим пример, где дьявол просит у богатыря разговаривать и петь якутские песни, поговорки. Попробуем говорить по-якутски, разговаривать по-человечески. Когда ты был человеком, каково пел по-якутски? Когда ты был дивным, старинным, каким ты был сказочником? Из этих примеров видно, что только человек может разговаривать на якутском языке. Также можно предположить, что Аваса когда-то был человеком. Поэтому уточняется, когда был человеком. Как видно в примерах, где встречается этноним якут, описывается образ жизни якутского народа. Жилище, женитьба, рождение, народные песни, поговорки, диалог, духи, еда и так далее. Примеры с этнонимом Уранкай. 5 раз. Определение слова Уранкай. Уранкай – это самоназвание, устаревшее самоназвание якутов. Когда я был ребенком, был я сказочником лучше людей, сказывал поговорки лучше людей. Примеры с двойными этнонимами Уранкай, Саха и Саха Уранкай. Благословление духовное. Сын, родившийся по назначению, иметь во власти жизни якутов. Описание жизни Римгулана. Вот живет он, считая себя наилучшим из всех якутов. На тетиву лучше всякого человека. Примеры с этнонимом Хора. Хора – это племя, присоединившееся к Саха до прихода русских. Пришли с юго-запада, предположительно из Кореи. Затем к ней должен был прийти почтенный Кайбырда из лучших иноплеменных, с лошадью Хора Тебен со стремями в 2 ряда.
У северных ворот поставил зычного злом богатыря с фароловским языком. Примеры с этнонимом «уча», что означает «нуча». А если этот богатырь Ашерман едет за полем, то железный бегустей, не вынося силы, его воздух опадал, как русский платок. Но только от шума и от ветра их отлетало медляком далеко, как русское платье. Пример с этнонимом «кутайка», что означает «китайский», с китайчатыми ножнами, с ножом из осоки. Заключение. Исследуя Уланкау, мы нашли следующие отличительные особенности. Первое. В Уланкау самоназвание якутов Саха встречается 17 раз. Этноним Саха можно встретить в составе благословения, обращения, описания образа жизни, персонажей Уланкау, домашней утвари, еды и так далее. Также этноним Саха может использоваться со словом «уранкай», как словосочетание «саха-уранкай», «уранкай-саха». В этом тексте это словосочетание «уланкай» использовано 6 раз. Словосочетание «саха-человек» встречается 16 раз. Этот этноним употребляется тогда, когда описывается жизнь человека. Третий этноним «хорой» используем 8 раз. Этим словом в верхоянском уланкай указывается то место или направление, откуда родом описываемый в данном примере персонаж. Четвертое. Обнаружили этноним «уча» в 2 местах. Данный этноним в основном используется в отрицательном значении. Пятое. Этноним «кутайка» использован 1 раз и употреблен в описании множественных. Таким образом, мы выяснили, что в данном уланкай частое употребление этнонима Саха показывает высокий уровень развития национального самоназвания народа Саха в Верхояне в XIX веке. Наряду с этнонимом Саха в данном уланкай часто используется слово «уранкай» и двойные этнонимы «уранкай-саха» и «саха-уранкай». Благодарю за внимание.